Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель культуры Российской Федерации Андрей Акимович Гелода. Каким событиям мы благодарны тому, что вы с нами здесь, в городе Чебоксар? С одной стороны, все происходит неожиданно и случайно, а следуя великой философской идее, ничто не бывает случайным. Ирина Петровна Меньшикова была на сборе музейных сотрудников в Ульяновске, когда там была эта выставка. Ее эта выставка заинтересовала, потому что у нее действительно достаточно необычное для наших дней название «Романтика революции. Агитационное искусство 1920-1930-х годов». То есть название выставки очень точно определяет эпоху именно как искусство романтики революции. И не надо путать романтику революции как таковую в представлении людей и искусство, показывающее романтику революции. Это не идентичные понятия и ипостаси. Наверное, самое неожиданное в этой выставке, что она пока состоится без зрителей. Так складываются обстоятельства. Да, мы не ожидали, что она состоится без зрителей, но мир устроен так, что он развивается нелинейно и не только поступательно. Я надеюсь, что это будет интересно и для нас. И я думаю, что это интересно будет для Национального музея Чувашии, что выставка будет переведена в формат онлайн. И это, возможно, станет тем пилотным проектом, той пилотной ситуации, которая позволит вообще в дальнейшем музею, помимо своего прямого показа в стенах музея, общаться со своими зрителями, тем, кто интересуется, так сказать, жизнью музея, тем, что происходит в музее, именно в формате новых технологий. То есть вы считаете, что для музеев мира это шанс стать более технологичными, более близкими именно тому поколению, которое сейчас интересуется искусством? Вы знаете, даже не столько стать более современными, а просто стать музеями 21 века. Потому что утром мы просыпаемся, какой бы мы источник информации ни включили, мы слышим безостановочно новые цифровые технологии, новые возможности интернета, общения, коммуникации и так далее, новые технологии 3D, принтер 3D, позволяющий делать технологии 3D, позволяющие моделировать пространство. Хорошо, все отлично, и мы фрагментарно все это видим. Но настало время, чтобы музеи это взяли как постоянный инструментарий своей деятельности и пользовались этим, потому что когда мы говорим «музей 21 века», причем это и вовне, и в профессиональной среде, мы скорее репродуцируем с добавлением современных технологий музей 19-20 века, чуть-чуть его, как бы так сказать, модернизируя, модифицируя, а настало время создавать совершенно другой принцип работы музея, потому что именно новые цифровые технологии, все, что с ними связано, позволяют музей сделать тем, о чем нам постоянно говорят, открытым музеем, но не за счет того, что толпы людей стоят в очередях и идут в музей, а за счет того, что новые, так сказать, механизмы, новые технологии информационные позволяют доносить визуальную картинку, давать информацию визуальную, а большинство людей, приходя в музей, получает визуальную информацию до гигантского количества людей, да хоть до всего мира, хоть до 6 миллиардов. А вот дальше возникает совершенно другая ситуация второго уровня работы музея, в которой музей также должен быть готов и должен также перестраиваться. Вот те люди, которые сначала получат информацию, увидят, что есть на экспозиции музея, на выставках музея, в фондах музея, и заинтересуются каким-то сюжетом или группой сюжетов, и захотят прийти в музей и увидеть реальный артефакт, первоисточник того, с чем работает музей, вот тогда возникают другие задачи и другие сложности
профессиональные в деятельности музеев. Мы привыкли, особенно за последние несколько десятилетий, что музеи очень часто представляют как арт-плей-площадку, то есть место развлечения, а музей – это не дом культуры. Музей – это хранитель памяти цивилизационной через предметы искусства, через искусство или через материальное наследие. Музей должен собирать, хранить, а это очень непросто, изучать. Это наука серьезная, и только после этого выводы доносить вовне к своему зрителю. Поэтому новые возможности требуют и другого качества решения этих задач. Мы практически существуем сейчас в такой ситуации, когда есть выставка, которую мы можем показать, каким-то образом музей ее покажет, и на первом уровне ее увидят люди, для того, чтобы они пришли после того, как будет возможность прийти в зал музея. О чем они должны услышать? Что они должны знать о тех экспонатах, которые вот вы привезли? Я думаю, услышат они все в ситуации онлайн, потому что, чтобы они пришли, именно тот смысл, ради которого выставка создается и делается, и это, и все остальные, должен быть до них донесен. Основной смысл, что романтика революции, выраженная в искусстве, состоялась. Что, когда мы говорим о романтике революции, здесь не зря обозначен 20-30-е годы. Почему? Потому что в 20-е годы это романтика революции, разрушения старого мира, не созидание, а разрушение, порыв. Все в Чебоксарах знают Василия Ивановича Чапаева. Конечно. Василий Иванович Чапаев – классический, эпический, народный былинный герой. Он такой же, как Разин, как Пугачев. Старшее поколение, конечно, хорошо знает и помнит великий фильм братьев Васильевых Чапаев с блестящими актерами, в первую очередь с Бабочкиным. Там есть чудесная сцена, когда после боя тяжелого дивизия, так сказать, Чапаева останавливается в деревне, и вот он вечером с комиссаром выходит на крыльцо покурить, и к нему подходит делегация крестьян. И они его спрашивают: Василий Иванович, ты за кого? За коммунистов или за большевиков? Василию Ивановичу дурно становится, потому что он не знает ни коммунистов, ни большевиков. Наступает пауза. Василий Иванович очень лихо выходит из ситуации. Он говорит: я за интернационал. И тут комиссар его подкалывает, говорит: Василий Иванович, а за какой ты интернационал? За второй и за третий. Василию Ивановичу опять становится, потому что он не знает. Ему все равно, что первый, второй, третий, пятый. Он блестяще выходит из ситуации. Он говорит: я за тот интернационал, за который Ленин. То есть это о чем говорит? Это классическая фигура эпоса, который за что сражается? Он не за коммунизм сражается, не за идеи коммунизма. Он сражается за справедливость и правду. И Ленин для него в эту минуту вождь, который в себе аккумулирует идею правды и справедливости. И вот эта идея правды и справедливости, она и лежит в основе романтики искусства революции, агитационного искусства. Это порыв, он направлен вовне, потому что вовнутрь не надо направлять, потому что люди, для кого это искусство существует, они прошли революцию, гражданскую войну, они сами живое воплощение романтики революции. Есть расхожий термин, что искусство отражает жизнь. Искусство не отражает жизнь. Искусство создает образ эпохи, символ эпохи. Через искусство мы узнаем эпоху, но мы можем взять искусство разных периодов, скажем, то, что писал Рафаэль и Боттичелли, неоднозначно тому, что в реальной жизни проходило в то время. То же самое и искусство агитационное и пропагандистское искусство 20-30-х годов нового советского государства.
И на выставке очень интересно и хорошо видно то, что это действительно новое искусство и мощное искусство. Это искусство, которое было создано только в Советской России, только в Советском Союзе. Очень часто как бы делают реминисценцию искусства тоталитарной Германии, искусства тоталитарной Италии, Муссолини и советское тоталитарное искусство. Ничего подобного. Советское искусство этого периода – это искусство светлой мечты, а не строительство некого мощного тоталитарного идеологического, ничего подобного. Вы здесь не увидите ни одного предмета искусства, который говорил бы о тоталитарном начале. Здесь везде радостный, счастливый труд радостных людей, хозяев жизни. Вот в этом принципиальная разница. Будем ли мы говорить о каком-то романтизме после того периода, в котором мы сейчас находимся? Вот внезапно он становится опять историческим. Вы знаете, я выскажу так, как я это вижу и понимаю. Период с 91 года до 20-х годов, нового, так сказать, столетия, 21-го, не дал и не породил искусство образа, символа, ассоциации. Он не породил этого порыва, этого романтического начала. Все абсолютно материальное. Искусство перестало быть предметом философии и предметом игры ума, перестало быть сферой мечты. Оно стало коммерческим. Искусство хорошо то, которое продается. Вот дальше возникает простая вещь. Коммерческое искусство – это искусство общества потребления. А обществу потребления нужна вещь удобная и модная, хорошо пропиаренная. А это не обязательно предмет искусства. Вот здесь, особенно для прикладного искусства, очень тонкая и очень сложная грань. Почему? Потому что прикладное искусство – это явление дуалистическое в своей сути. С одной стороны, что такое предмет прикладного искусства? Это функциональный предмет. А с другой стороны, которым можно пользоваться и нужно пользоваться, а с другой стороны, это предмет высокого искусства. И вот для общества потребления, для коммерческого искусства доминирует функциональный момент. Он функциональный может быть не в прямом понятии, он может быть функциональный с точки зрения престижа. У меня дома там работа Сальвадора Дали или копия этой работы. Но никого не интересует из приобретателей, кто покупает этот предмет искусства, а в моем концепте восприятия жизни, в моей философии жизни мне Дали нужен или нет, или мне Дали совершенно чужой человек. Вот очень интересно, сейчас в Москве прошла выставка Дали. Да, очень хорошо, что масса людей пришли просто познакомиться и хотя бы понять для себя, что есть заявление Дали. А дальше возникает момент. Очень многие, так как это очень престижная фигура, выражаясь современным языком, брендовая фигура, они, да, Дали – это хорошо. И никто не задает вопрос, мне и Дали в нашей связке хорошо или не очень. То есть сейчас у нас у всех все-таки есть некое время для переосмысления, что же такое искусство, что оно нам может дать, да, каким оно будет дальше. Переосмысление в первую очередь касается того, как мы живем и для чего мы живем. Вот как только мы начинаем для себя философски формулировать, для чего мы живем и что надо для того, чтобы жить правильно, вот тогда возникает искусство, которое задается тем же самым вопросом. И уже языком искусства через образ, символ, знак, ассоциацию, колористику начинает эти вопросы решать. У нас очень мощная база. И на этой базе, на этом громадном слое чернозема культурного, вырастет то, что должно вырастить, пробьется
Просто было бы хорошо, чтобы это происходило как можно скорее, и чтобы общество и государство, я именно в этой связке, общество и государство осознанно поддерживали это развитие, чтобы искусство рассматривалось как раздел человеческой мысли и человеческой деятельности, которая заставляет развиваться, двигаться цивилизацию. Спасибо большое, Андрей Акимович. Спасибо зрителям и берегите себя.